Национальному банку Кыргызской республики 25 лет. Именно 6 марта 1992 года и было образовано главное финансовое учреждение страны. Постановлением Верховного Совета Киргизии Государственный банк был преобразован в национальные собственные валюты и денежные системы. О становлении банковской работы в Кыргызстане расскажет Надежда Усова. Банк – это кровеносные сосуды финансово-экономической деятельности любого государства. Именно Государственный банк выступает главным денежным регулятором, определяет денежные ставки, выводит курсы валют. И не только. 2017 год для банковской системы Кыргызстана юбилейный. 6 марта 1992 года постановлением Верховного Совета страны был образован Национальный банк. Тем самым республика полностью отказалась от советской системы управления финансами, выработав собственную модель. Историческое постановление о преобразовании Госбанка в национальный подписывал лично председатель легендарного парламента Медеткан Черенкулов. 25 лет тому назад, в это время они работали уже по инструкциям. Не на основе закона, а на основе тех законов, которые еще были приняты в советский период, но и работали по инструкции. А вот законодательное закрепление о банка и банковской системы республики было принято в декабре 1992 года. Это был действительно исторический момент. С этого момента началась подготовка к переходу на собственную денежную валюту. То, что это будет именно СОМ, никто даже и не сомневался. В это же время подготавливалась почва для открытия первых коммерческих банков. СОМ – это у нас традиционно. Когда даже при Советском Союзе денежные обращения шли внутри, конечно, мы тогда, она называлась рубль, но мы, кыргызы, между собой так и говорили «сом». И никто никогда не говорил «ай, маган, он рубль дай», не говорили «он сом берчи», мага говорили. Это естественно было. Поэтому название «сом» особого обсуждения или там протеста не вызывало. Началась подготовка эскизов кыргызских денег. Почти год комиссии понадобилось для разработки номиналов и утверждения платежных средств, которые мы используем и сейчас. Над созданием своей национальной валюты мы работали действительно очень, с одной стороны, аккуратно, не разглашая об этом. Мы об этом даже не заявляли на заседании парламента. О необходимости создания и последующим введением своей национальной валюты работал буквально узкий круг людей. Это президент, это я как спикер парламента, это глава нашего правительства. Хотя нас тогда очень сильно критиковали, и когда введение национальной валюты вызывало очень ожесточенную критику со стороны и Москвы, и из других бывших союзных республик, но практика сегодняшний день утверждает и показывает, что наши шаги были правильными. Мало кто знает, как разрабатывали кыргызскую валюту. К примеру, изначально на купюре номиналом 20 сомов должен был быть изображен деятель культуры Касым Тыныстанов. Это позже было решено, что он будет бессменным на купюре номиналом в 10 сомов. При планировании банкнот национальной валюты в 90-е годы вручную были нарисованы несколько вариантов 5-сомовых, 20-сомовых и 10-сомовых банкнот. Вот, например, мы видим, что на 10-сомовой банкноте был запланирован, допустим, Муратбек Рыскулов. На номинале 20 сомов был запланирован Касым Тыныстанов, допустим. И это все ручные работы, которые были исполнены художниками, дизайнерами, штатными художниками Национального банка. И впоследствии мы знаем, что они были потом переутверждены на другие номиналы. Вот. Но мы в настоящее время знаем, что на 10-сомовой банкноте уже Касым Тыныстанов был утвержден, а на 20-сомовой банкноте утвержден Тоголок Молдо. 3 мая 1993 года Верховный Совет Республики принял постановление о введении национальной валюты, а уже 10 мая был произведен первый обмен российских рублей на сомы. Курс тогда составлял 1 сом к 200 рублям.
А 14 мая сом стал единственным законным платежным средством на территории Кыргызстана. Музей Национального банка – настоящий рай для нумизматов. Здесь собрано более 600 экспонатов. По ним можно отследить весь период становления кыргызского сома за все 25 лет независимости страны. Также есть и совсем уникальные платежные средства разных периодов, начиная от монет из металлических сплавов правления царской России и советской власти, а также имеются и современные платежные средства в виде вот таких коллекционных монет. Качество очень разное, вы посмотрите. Это просто они вот так. Сегодня о том, как работают деньги, из чего их делают и как отличить настоящую купюру от подделки, рассказали учащимся бишкекских школ. Ребята могли не только увидеть уникальные экспонаты периода средних веков, но и самостоятельно определить поддельные деньги. Знала то, что есть коллекционные монеты, я не знала про это. Коллекционные монеты мне очень понравились. Можно преподнести как подарок родителям, кому-то, кто занимается, коллекционирует монеты. Это очень интересно, и мне это очень понравилось. Мечтаю приобрести коллекционную монету. Сегодня Национальный банк – это не просто главный финансовый регулятор страны, это мощнейшая система денежно-кредитной политики. Во многом благодаря именно работе Национального банка сом является одной из стабильных валют на постсоветском пространстве. Хотя Национальный банк – учреждение весьма консервативное, со строгим сводом правил, но при этом всегда старается ввести новшества для удобства граждан. Мы в Национальном банке планируем идти в ногу со временем. То есть в течение ближайших лет будет внедрена новая система надзора за банками, так называемый рискоориентированный надзор. Данная система она уже применяется в развитых странах мира, где банковский надзор он базируется не на выполнении каких-то конкретных экономических показателей, а оценивается степень риска для банка, ну и его клиентов. И здесь можно отметить один из популярных проектов по выпуску банковской продукции наряду с коллекционными монетами, а многие из них уникальные. Успешно работает и так называемый «золотой проект». Это реализация и покупка золотых мерных слитков. В Национальном банке ведется работа по дальнейшему расширению нашего золотого проекта. То есть мы, как вы знаете, продаем и покупаем мерные золотые слитки. Мы планируем дать возможность нашим коммерческим банкам хранить часть своих резервных требований тоже в золоте. Больше всего у населения пользуются спросом слитки в 1, 2, 5, 10 и 100 граммов. Это так называемые бессрочные инвестиции в будущее. Надежда Усова, Ильдер Самбаев, Общественный Первый канал.